На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Главный вопрос – сохранение и развитие абхазского языка. Общенациональный лингвистический форум в Абхазском государственном университете. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли годовой отчет Национального банка за 2020 год и утвердили кандидатуры судей районных судов. Абхазию и Южную Осетию готовят к вступлению в Евразес, а не в состав Российской Федерации. Видеомост Москва-Цхинвал-Сухум на тему роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии. Партнерство и интеграция. Главный вопрос – сохранение и развитие абхазского языка. Общенациональный лингвистический форум состоялся в Абхазском государственном университете. В открытии научного мероприятия приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, члены правительства, лингвисты, ученые, профессорско-преподавательский состав АГУ. Было представлено более 20 научных докладов. Подробнее Анастасия Никонова. Вопрос сохранения и развития абхазского языка – один из самых важных и актуальных для абхазского общества. Эту мысль, открывая Международный лингвистический форум, подчеркнул ректор АГУ академик Олег Угварами. Абхазский государственный университет – кузница кадров, в первую очередь грамотных лингвистов. Но чтобы вопрос сохранения абхазского языка перестал быть острым, надо говорить на нем, убежден ректор. Я хаегни и хет Руслан Бибия, ой хет Амалик, Ачагрей и Ченазику, убыскан я хаоза Ерей Бесша, Ян Ябы, Мамзар Яб, Мацара Йома, Ян Лома, Апсу Бесше хаоза Нас его дай ход Ариан обучаться Дьяшу. Яга онлайн кахцарги, офлайн кахцарги. Абры хакны яганы, дершапсу хакшакам, хадыру зароб. Развитию абхазского языка в республике необходимо уделять больше внимания, в первую очередь на уровне государственной политики, отмечает ректор АГУ. Министра и Шергуа Абрезара. Я на рышту целевой заказ Даналгу, а ты примазару. Арах, я ой, ашка. Да, это хатып хамадзамуст. Хатып занадзы шаскут схоло. Сында сыздырам. Я пахцо обри. Аткалыра обри целевой заказы. Ашцала. Я пахамца. Сыздырам. Маканы хамадзабац. Айлы тора хамадзамуст. Нас Яналго Есымши яавайт, дабли район Квакуша, Ацаракуша, Айхабатша. Санта джуза цюклопьяс. Лапа, Акалыки. Ацаракуша Айхаба. Ризыкбай. Нас, даба, Пшакахазцом. Президент Аслан Бжания, который принял участие в работе международного форума, отметил, что для сохранения абхазского языка в команде должны работать государство, лингвисты, ученые и, безусловно, семья, в которой растет ребенок. Адунеича иецаауин юбизшак. Яхахара ихаму ихипшум ахынткарра. Уи хайфлар разы иқалару хейпур хартас. Хынткарра уи хайну. Уи айныцка хайфлар чиару. Игацару. Уи айны юнилару. Эснак хату бизшак.
Президент отметил, что Международный лингвистический форум – важный шаг в направлении изучения языковой проблемы и, как итог, ее решений. Университет лингвистики, информации, технологий по центру Черказе, а форумки убри азара об языку. И все еще вчера усура, айхзарупа, амачалара. Абра, а университет отштукал и то, ацарава ашоп, а студент шашоп, и харака студент шарах из парстаху, и сумшаги, и школа шершала, баграт тут заяжопа. Ашхадзихи пшахахаха, апшебзис боль сара, ямадзамка хахапаха, и кулает абсенрам. С первым научным докладом выступила доктор филологических наук, проректор АГУ Джульетта Адлиба. Она отметила, что вопрос сохранения языка – это вопрос, который ни в коем случае не должен остаться нерешенным. Yung baca ko yar Mariana Zizbara yatsı yalşos ya hayhay wadayu wadrzin Zizba şerbo yadakalo. Rıdzbara wadayu kada bjap zinzakhas yum kasha. Inametna и uzbash zaras sapge. Bash khomas na sadrcha amte tabifa. Yanamte uzqamsas khapchuga khani upulrawet. Ишдыруевш яха имя по лингвистика форум хадарас гуч хадасьямо лингвистика зара бро. А лингвистика фериш дырует их что это бас от зара дыр лингвистика, а теория зара под завахта. А хархора лингвистика теория лайт зау стазара чахар хошями корылхра. Арехар харта ахунткара безжезы ебеп политика трашака на языку. В ходе первого лингвистического форума выступили более 20 ученых и лингвистов. По итогам принята единая концепция, направленная на сохранение абхазского языка. Анастасия Никонова, Сосрыкуа Гухава, Абаза ТВ. По итогам форума решено в течение 2 недель доработать проект единой концепции и представить его президенту страны. Расширенный репортаж с первого международного лингвистического форума смотрите в нашем сегодняшнем эфире. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли годовой отчет Национального банка за 2020 год. Его представила заместитель председателя банка Диана Зантария, отметив, что 2020 был непростым, и это не могло не сказаться на экономических показателях. Кроме того, народные избранники проголосовали за избрание всех представленных кандидатур судей районных судов. Элеонора Гилаян продолжит тему. Парламент Абхазии принял годовой отчет Национального банка за 2020 год. Его представила заместитель председателя банка Диана Зантария. Она отметила, что 2020 был непростым, что было связано с ограничительными мерами и не могло не отразиться на экономических показателях. В том числе сказалась закрытая граница в первом полугодии. Банковская система не может существовать без экономики, и, соответственно, в банковской системе тоже были определенные рода трудности, которые были в конце года, показатели по которым были улучшены. Но, тем не менее, многие банки закрыли год с убытками. При этом хочется отметить положительную тенденцию, связанную с ликвидностью. Были проблемы с своевременным выполнением платежей. Эта проблема практически полностью решена, и на текущий момент нету задержек платежей по банковской системе. В конце года эти вопросы также были решены. Следует отметить, что за предыдущий год у нас сильно была развита инфраструктура международной платежной системы. Зарегистрировано 440 новых посттерминалов, которые позволяют ускорять работу и обслуживание банковских карт. Диана Зантария отметила, что Национальный банк намерен продолжать политику развития международных платежных систем в Абхазии. В прошлом году после открытия границ платежи по международным платежным системам значительно выросли. Если даже по текущим данным сравнивать, то текущие данные они еще выше, чем прошлого года, летнего периода. И это хорошая тенденция свидетельствует о том, что и в течение по результатам года будут хорошие показатели. Банк Абхазии интенсивно проводит политику по расширению этой инфраструктуры. В частности, были проведены работы по обслуживанию наших карт АПРА за
пределами Республики Абхазия, не только на территории Российской Федерации, но еще в тех странах, где карта МИР действует. Очень приятный показатель, около 3 миллионов. В прошлом году были проведены операции около 3 миллионов рублей. И в дальнейшем Банк Абхазии также планирует проводить и усиливать эту работу, чтобы перейти к бесконтактной системе оплаты платежей. Вот сейчас стоит задача осуществлять покупку товаров и услуг бесконтактно или картами АПРА. Годовой отчет Банка Абхазии депутаты парламента приняли. Следующие 9 вопросов были кадровыми, а именно касались избрания районных судей. Были представлены кандидатуры судей Ткорчалского, Галского, Гагрского, Сухумского и Гудаутского районов. На должности судей Ткорчалского района предлагались кандидатуры Виктории Ажиба и Анатолия Хашба. На должность судьи Галского района Беслана Бжания. В суд Гагрского района были предложены Роберт Замирчан, Асида Аргун и Стелла Шванба. Сухумского района Александр Степанов и Кристина Язычба, Гудаутского района Людмила Чанба. Председатель профильного комитета Валерий Агрба сказал, что все кандидатуры рекомендованы комитетом. При этом он отметил, что процедура избрания судей коллегиальная, от органов судебного самоуправления, квалификационной коллегии до президента и парламента. Закон предусматривает систему сдержек и противовесов, потому в одиночку ни один из институтов власти не может избрать судью. И вот этот большой срок не представления кандидатур в парламент для избрания на должность судей, он затянулся много месяцев, и хотелось бы призвать все органы, задействованные, или в системе, которые участвуют, начиная, как я повторяюсь, от экзаменационной комиссии, квалификационной коллегии, президента и парламента, все-таки постараться соблюдать конституционные законы судебной власти, в котором четко прописаны сроки и обязанности для каждого органа, начиная от экзамена, конкурсного отбора, представления президента и в том числе и парламента. Это так просто на будущее, потому что если мы говорим о судебной системе власти, о сохранении законности, усилении этой законности, правопорядка и вынесения справедливых решений судом, всеми судьями, судами общей юрисдикции, арбитражным судом. Поэтому хотелось бы, чтобы впредь таких задержек, чтобы мы вводили судебную систему в такой вот коллапс, чтобы это было исключено, чтобы было это исключено и не повторялось больше. Председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба отметила, что неоднократно обращалась и к президенту, и в парламент, и в квалификационную коллегию, так как судьи должны были быть по закону назначены до конца декабря. Но этого не произошло. 3 районных суда Абхазии не работали. Дела перенаправлялись в другие суды. По непонятным мне причинам это все затягивалось, в связи с чем 3 суда не работали до сегодняшнего дня. Надеюсь, сегодня по результатам выборов судей у нас начнут эти суды работать. Уже что случилось, то случилось. Очень надеюсь, что в будущем у нас никогда это не повторится, потому что такого в истории Абхазии не было случая, чтобы предоставленные законом 90 дней на прохождение всех процедур от подачи в квалификационную с момента объявления вакансий, прохождения ККС президента и парламента, там четко в конституционном законе прописаны сроки рассмотрения. На все это дается 90 дней. Процедура объявления вакансий должна была начаться 1 октября и закончиться до 31 декабря. Сегодня, как известно, 10 июня. Прошу поддержать кандидатуры. Многие, в основном, сегодня проходят сессию те, кто со стажем, проработали в суде, но есть и новые, которых и я рекомендовала, давала характеристики, и администрация президента. Прошу поддержать. Спасибо. Ответил председателю Верховного суда депутат Байтал Тапагуа, сославшись на то, что заседание сессии освещают журналисты, а значит оповестят общественность и, цитата, скрывать нечего. Я при всем уважении, Манана Юрьевна, к вам хочу сказать, что у нас такое количество судей в стране, которые могли бы без всяких проблем и могут работать. Поверьте мне, если даже мы вот этих судей, которых пришли, не пройдут, условно, для того, чтобы было известно. Вот такое количество у нас судей есть. Единственное неудобство было
в отношении граждан, которые проживают, в частности, в Гудаутском районе, потому что так оказалось, что там не было судей и так далее. Но это было связано с тем, что у нас председатель квалификационной коллегии менялся. Я хочу, чтобы вы просто знали. И из-за этого возникли небольшие сбои. Но при всем уважении к остальным тоже хочу сказать, что у вас лично никаких проблем в Верховном суде с этим не должно было быть. В законе все предусмотрено. А что касается по поводу мы рассматриваем или нет, хочу, как говорится, вам сказать, не могу не заметить. Есть такое абхазское выражение, говорится, у нас лежит тоже более месяца тому назад. Если по государствам, так мы должны были бы рассмотреть тоже. И у нас были случаи, когда здесь лежало какие-то год документы. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, нужно немножко посмотреть на себя тоже. И государственность проявлять в отношении своей работы должны все. Да, там были в связи с тем, что сменился и министр юстиции, был новый председатель. Вы, может, ждали день рождения, хотели поздравить, а мы не это ждали. Просто для того, чтобы... Подождите, Наталья Викторовна, вы что, не знаете? Не говорите, пожалуйста. Вы не знаете, поэтому были моменты, но это совершенно не мешало работе. Депутат Валерий Агарба сказал, что в парламенте действительно произошла задержка рассмотрения, но случилось это не по вине депутатского корпуса. До того, как мы принимали закон о судебной власти, конституционный закон, действительно, это было и в 3-м созыве, и в 4-м созыве, и бывали случаи, когда задерживали рассмотрение кандидатур для избрания судей, потому что законом не предусматривали никакие ограничительные такие сроки конкретные, то есть рамки временные, которые бы накладывали обязательства на все органы, участвующие в рассмотрении, представлении кандидатуры и избраниях. В связи с вступлением в силу конституционного закона о судебной власти, а он уже вступил в 2017 году, это еще в 5-м созыве, поэтому и были написаны сроки 30 дней для квалификационной коллегии судей, 15 дней для президента и 30 дней для парламента. И это никак нельзя переложить ответственность, в том числе и на нас. Какая-то частично, конечно, и на нас есть, но по 7-8 месяцев квалификационная коллегия, когда не рассматривает, не открывает конкурс, не рассматривает. Представитель президента в парламенте Саида Будба зачитала биографии кандидатов на судейские должности. Все они присутствовали в зале заседаний парламента. Результат тайного голосования показал, что депутаты утвердили все представленные кандидатуры на должности районных судей. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Республики Абхазия и Российской Федерации состоялось 10 июня в Карачаево-Черкесской республике. В своем приветственном слове к участникам заседания министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отметил, что проводимая межведомственная работа является очень важным пунктом деятельности в сфере предупреждения преступности и борьбы с таковой. Сегодня уже с уверенностью можно говорить об определенных показателях и перспективах сотрудничества как в направлении информационного обмена по оперативно-служебной деятельности, так и обеспечения общественного порядка на приграничных территориях. В ходе межведомственной встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях, обсудили вопросы организации взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения и пресечения краж автотранспорта, борьбы с проявлениями экстремизма в молодежной среде. По итогам встречи стороны подписали протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу. Абхазию и Южную Осетию готовят к вступлению в Евразес, а не в Российскую Федерацию. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ходе видеомоста Москва-Сухум-Цхинвал, который состоялся в информационном агентстве «Спутник Абхазии». В ходе дискуссии на тему роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии, партнерство и интеграция также приняли участие чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин и посол России в Южной Осетии Мурат Кулахметов. Кадры предоставлены нашими коллегами из «Спутника Абхазии». Слово Надежде Боровиковой.
Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, организованный Международным агентством «Спутник» и приуроченный ко Дню России, посвящен значению признания Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий принимал участие во встрече, находясь в командировке в Минске. Он высоко оценил уровень сотрудничества и интеграции за последние 13 лет, но также отметил, что не все совместные решения Абхазией выполняются. Если на сегодняшний день та инфраструктура, которая сегодня, благодаря в том числе Российской Федерации, поддерживается на должном уровне, то сами внутренние проблемы, внутренние решения, которые необходимо было за этот период времени принять, они пока остаются невыполнимыми. Мы неоднократно на площадке Государственной Думы проводим встречи с нашими коллегами, депутатами парламента Абхазии. Конструктивный диалог, есть пути решения. До конца года абхазским и российским депутатам предстоит провести ревизию всех существующих соглашений и либо улучшить их, либо выработать новые, с тем, чтобы реализовать один из наиболее актуальных пунктов сотрудничества – упрощенный режим пересечения границы. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал о динамике развития отношений двух стран, в частности, о программе формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран, подписанной сторонами в ноябре прошлого года. Последовательная реализация этого документа позволит сблизить нормы и стандарты, существующие сегодня в Абхазии, с параметрами Евразийского экономического союза. Таким образом, торгово-экономическое взаимодействие Абхазии не только с Россией, но и сегодня с 4 остальными членами ЕАЭС получит новый импульс. Хочу подчеркнуть, что это очень важный элемент в современных условиях частичного признания Республики Абхазия со стороны международного сообщества. Полагаю, что именно развитие отношений с Евразийским экономическим союзом является одним из перспективных направлений для укрепления позиции Республики Абхазия на международной арене в целом. Участники дискуссии из Цхинвала сообщили, что у местных жителей есть опасения по поводу реваншистских настроений Грузии и спросили мнение Виктора Водолацкого по этому поводу. Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не допустит повторения событий 2008 года. Принимаем решение. Сейчас с Сергеем Ивановичем Миняйло, руководителем Северной Осетии, решаем вопрос. Или это будет совместный кадетский корпус в Владикавказе для маленьких осетин из Южной Осетии и Северной Осетии. Или в Цхинвале мы построим именно для жителей Южной Осетии, для молодых людей, кадетский корпус для того, чтобы сама республика готовила себе будущих защитников своего Отечества. Но могу сегодня успокоить всех граждан Южной Осетии. То, что было в 2008 году, больше никогда не повторится. Отвечая на вопрос об инвестициях, посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул, что существующее законодательство Абхазии мешает привлечению крупных инвестиций в инфраструктурные объекты, в частности, в модернизацию энергетики, и призвал депутатов парламента республики поддержать инициативы руководства Абхазии в этом направлении. Политические, повторюсь, проблемы здесь устранены. Есть политическая воля и со стороны Российской Федерации, и со стороны Республики Абхазия решить вопросы о снятии всех ограничений на приток российских инвестиций. Если к этому подключится парламент и примет соответствующее решение, а российские предложения уже давно переданы абхазской стороне, то, я считаю, будут открыты ворота для спокойного притока не только в энергетическую сферу российских инвестиций, но и в две такие, кстати, Виктор Петрович уже упомянул об этом, две такие важнейшие, на мой взгляд, отрасли абхазской экономики, как туризм и сельское хозяйство. Здесь тоже нужны огромные инвестиции, и российская сторона готова их предоставить. Отвечая на вопрос о безопасности российских туристов в Абхазии, Алексей Двинянин указал на стабильный рост посещаемости и напомнил об ответственности самих туристов за свою безопасность. К сожалению, у нас уже имели место два случая печальных. Один турист пожилого возраста, очевидно, без надлежащей подготовки, потерялся в горах Республики Абхазия. Несмотря на последующие
на мой взгляд, так сказать, огромные усилия Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, которое находится в прекрасном контакте с российскими коллегами и всегда помогает российским туристам. 6 мая о нем ничего не известно. И второй случай произошел совсем недавно с российской туристкой, которая, извините, упала в воду с моста, не имеющего перил. На мой взгляд, это даже смешно объяснять. Если на мосту нет перил, не нужно подходить к его порогам. Участники дискуссии из Цхинвала поинтересовались, нет ли у России планов по созданию политико-экономического объединения Абхазии, Южной Осетии и России. Виктор Водолацкий отметил, что в этом нет необходимости, так как в планах включения Абхазии и Южной Осетии в состав Евразийского экономического сообщества в качестве полноценных членов. На вопрос журналистов о том, не помешает ли вступлению в Евразес непризнанность Абхазии и Южной Осетии остальными членами Союза, Виктор Водолацкий ответил, что все страны-члены Евразес заинтересованы в расширении Союза. Могу сказать, что как такового невосприятия нашими коллегами из других стран Южной Осетии или Абхазии, оно вообще не присутствует. Когда мы участвуем в мероприятиях, где на площадках присутствуют парламентарии из Абхазии или из Южной Осетии, и на этой же площадке присутствуют парламентарии из Армении или из Казахстана, Киргизии, это идет добрососедский диалог. Там нет никаких противодействий, противостояний или отвержения. Просто существуют определенные уставные действия. Сегодня есть наблюдатели. В процессе вопросов, которые сегодня решают руководители наших государств, участников Евразес, то вопрос этот, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем он будет решен, потому что даже небольшой рынок сбыта или рынок инфраструктурный, он сегодня необходим любому государству. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заверил, что программа гармонизации законодательства ни в коем случае не направлена на включение Абхазии в состав России. Никакой корректировки позиции России в отношении Абхазии как независимого государства не предвидится, и это в принципе невозможно, подчеркнул Алексей Двинянин. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Прием граждан, осуществляющих подачу документов для обмена российского заграничного паспорта, будет осуществляться в течение одного дня. 12 июня в здании главпочтамта в Гудауте, сообщила начальник консультационного пункта по оформлению загранпаспортов и гражданства России при Кабмине Абхазии Фаина Герман. Как ранее рассказала Герман Спутник, это делается для удобства граждан из отдаленных районов, чтобы они не ездили в столицу несколько раз. В повестке дня предстоящего 53-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье посвящалась встреча министра иностранных дел Даура Ковы с председателями дискуссий, спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа, представителем ООН и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе. Как сообщает сайт МИД, в ходе встречи Ковы в очередной раз подчеркнул необходимость достижения прогресса по ключевым вопросам повестки дня переговоров, таким как согласование документа о международных гарантиях неприменения силы. В рамках встречи сопредседатели акцентировали внимание на важности возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ как эффективного инструмента в работе женевских дискуссий. Участники встречи также обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, свободы, передвижения с документами, выданными в Абхазии. Речь шла и о других вопросах повестки предстоящего 53-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проведение которого намечено на 29-30 июня. Коротко о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению оперативного штаба, за 9 июня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 202 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них. В Гудаутском госпитале 8 и 9 июня скончались две пациентки 65 и 80 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 15 595 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 14 983 человека. Культура и сохранение наследия. Выставка «Сухумский модерн» открылась в особняке Вильгельмины Дундер.
Организовали ее две сотрудницы Министерства культуры Сабина Агрба и Лана Чхинджерия. Работают они в Департаменте сохранения историко-культурного наследия и в работе тесно соприкасаются со зданиями старыми, красивыми и важными, но чаще это соприкосновение грустное. Ведь все знают, в каком состоянии сегодня находятся объекты историко-культурного наследия. Организаторы выставки «Сухумский модерн» пытаются внести свой вклад в их сохранение. Культурное мероприятие осуществлено при поддержке Абхазского общественного фонда развития «Амшра». Экспозиция будет работать с 10 июня по 23 июля. Мы всегда любили архитектуру, а когда стали работать, познакомились ближе с памятниками Сухума, мы полюбили еще больше. Вот. И постоянно мы ходим на объекты, фиксируем что-то, делаем какие-то заметки, описываем здания, стиль архитектурной, особенности архитектурного стиля. Вот. И вот на основе всего этого мы захотели сделать выставку. Мы хотим, чтобы этот проект был толчком и для нас, и для общественности, которая должна, как мне кажется, нас поддержать на создание фонда по сохранению историко-культурного наследия. Может быть, какая-то небольшая сумма, но будет собрана и за время выставки, а может быть, дальше мы создадим фонд, и будет какая-то сумма, которая будет способствовать реставрации хоть отдельного элемента любого здания историко-культурного наследия. Вот цель была такая у нас. Мы хотим помочь физически зданиям. Скульптуры Чика и Ники, известных персонажей рассказов Фазиля Искандера, вернулись на прежнее место на набережной Сухума. Рабочие МУП благоустройства администрации столицы установили скульптуры на тех же тумбах, где они и стояли раньше. Тумбы отремонтированы, покрашены. Скульптуры демонтировали из соображения удобства реставрации тумб, а сами скульптуры в реставрации не нуждались. Просто в какой-то момент был переполох, что украли патефон, а потом выяснилось, что не украли, слава богу. В общем, и сам патефон в порядке, полностью в целости и сохранности. После того, как тумбы покрасили, скульптуры возвращаются на место, пояснил автор скульптур Архип Лабахо. Часы без стрелок. Еще одна работа Архипа Лабахо появилась на набережной столицы. Скульптура необычная. Автор посвятил ее поэту Осипу Мандельштаму. Первый сборник стихов которого назывался «Камень». А в Москве в стенах Дома-музея Марины Цветаевой проходит выставка нашего соотечественника, известного художника, искусствоведа, автора книг и статей об образовательном искусстве Александра Лозового, который родился в городе Сухум в 1949 году. Называется экспозиция «Далмация Колхида». В Доме-музея Марины Цветаевой проходит выставка художника-авангардиста Александра Николаевича Лозового. Выставка называется «Далмация Колхида», и это не только география жизни и творчества Александра Николаевича, но и некая амплитуда стилистики, в которой работает замечательный художник Александр Лозовой. Ну вот, в частности, я стою рядом с работами, которые выполнены в технике авангарда, а так на выставке есть работы и в технике монотипе, акватипе, и других авторских техниках Александра Николаевича. И надо сказать, что иногда наши гости, когда приходят в музей на эту выставку, даже предполагают, что, переходя из одного зала в другой, попадают вообще на выставку другого художника. Я думаю, что это такой примечательный факт, отличающий всю широту творческого начала Александра Николаевича. Мы очень рады, что эта выставка состоялась, что она проходит в стенах этого дома. И особо хочется отметить один из залов, посвященных Абхазии, Японии, Черногории, Сербии. Это работы, наполненные солнцем, светом, теплом и летом, которые вот действительно к этому московскому долгожданному после пандемии летом стали настоящим подарком для всех, кто приходит в этот дом. В музее Цветаевой в Москве открылась моя выставка, на которой представлены работы в разной технике. Есть в технике монотипе, есть близкой к экспрессионизму, а вот в этом зале работы как бы выполненные в традициях авангарда.
Сама выставка для меня это очень много значит, потому что одно дело, когда работа сложная художника в мастерской, а когда он видит все это на стенах, то у него у самого невольно возникает уважение к своему собственному творчеству. Скоро состоится премьера лирической комедии Джона Патрика «Дорогая Памела» в постановке заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусства Абхазии, режиссера Абхазского драмтеатра Адгура Михайловича Ковы. Для вас сыграют сразу 3 поколения артистов Абхазского театра. Народная артистка республики, легендарная Виолетта Маан, заслуженная артистка Абхазии Майя Джикерба, заслуженный артист Абхазии Лаврик Ахба, Гарри Аджинджал Адгур Малия, Лана Джопова, Гудиса Тодо. А в воскресенье, 13 июня, впервые в Абхазии на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба при поддержке Министерства культуры республики состоится финал конкурса красоты «Мисс и миссис Россия-Земля-2021». Сейчас о погоде. В пятницу, 11 июня, в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью возможен туман. Температура воздуха ночью 18, днем до 25 градусов, температура морской воды 18 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире.